Давид Сабекия участвовал в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Он дважды был ранен, после чего снова возвращался в зону боевых действий. Однако 7 января этого года при выполнении боевого задания Давид погиб. В памятном мероприятии приняли участие представители 7-й российской военной базы, участники специальной военной операции, представители общественности, а также семья погибшего, его боевые товарищи и друзья. Он не один. За правое дело борются многие сыны России и сыны Абхазии там же. Храни их Господь от пуль, от агрессии, которая отнимает жизни. Давид Сабекия родился и вырос в городе Стерлитамак, Республики Башкортостан. В 2016 году был призван в ряды Вооруженных сил России. С 2018 года Давид служил по контракту в разведбатальоне. Командиры и боевые товарищи высоко отзываются о личных качествах Давида, отмечая его мужество, отвагу и самопожертвование. К великому сожалению, да, потери идут. Конечно, мы победим, правда на нашей стороне. Но очень бы хотелось, чтобы вот это мероприятие осталось среди наших подрастающих детей, среди нашего поколения, как образец высшего служения воинскому долгу. Абхазский народ всегда традиционно воспитывал своих детей на высоком уровне патриотизма, отметил Андрей Черков. Последние 6 лет своей жизни Давид отдал военной разведке. Он пользовался признанным авторитетом и уважением своих товарищей. Я понимаю, что командиру отделения ответственная задача ставится. У него были подчиненные, о которых он каждый день думал, знал. Каждый день, рискуя своей жизнью, он стоял на защите своего Отечества. Установление мемориальной плиты и ее открытие было организовано по инициативе семьи, родственников и друзей Давида Сабекия. От имени фамилии Сабекия хочу сказать, что нам очень тяжело. Все прекрасные, хорошие, красивые слова вами было сказано. Самое главное, он никого не подвел. Обидно, что он ушел в молодом возрасте. Он полностью отдал для защиты своей родины свою жизнь. Это мы очень высоко ценим, и вы все высоко цените. Когда погибают молодые, тяжелее всего приходится родителям. Мать Давида зачитала стихотворение, которое посвятила сыну еще в его детстве. К сожалению, строки из ее стихотворения оказались пророческими. Давиду Сабекия было всего 27 лет. Но память предков, гордости зарубы, за честь свою и за родимый край мальчишка встал, упрямо сжаты губы. Идет на бой последний самурай. Герои, павшие за защиту Отечества, выполнили свой долг перед Родиной, а наш священный долг – не забывать об их подвигах и чтить их память вечно. Валерия Перцхелия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.